В сегодняшний день «Справедливая Россия» одобрила кандидатуру Владимира Федорова на выборы в Гордуму Якутска. Это могло вызвать ряд трактовок разных. И были мнения, что вам могут предложить снять кандидатуру Федорова. Именно вам такие предложения поступали, чтобы вот, из Дома правительства позвонили и сказали, что Федор Семенович, снимайте Федорова, он там такой плохой, мы его не любим. Вот вы, как к вам кто-нибудь звонил? Если вдруг позвонят, как вы ответите им? Так, плохо слышно, но смотрите, вы задали вопрос, вы поддержали кандидатуру Владимира Федорова, так? Ну, не то, чтобы вы ее выдвинули. Да, вот я хотел уточнить. Вы сказали, поддержали. Мы выдвинули его, юридически выдвинули, и он сегодня кандидат номер 1 по этому центральному округу, зарегистрирован. А вопрос в чем заключается? Если вдруг вам позвонят и скажут, там, снимайте Федорова, вы что там, Александр Сергеевич позвонит, не он сам, а там люди и скажут, снимайте Федорова, все, зачем вы там, вы недовольны? Как отреагируете? Но такие сигналы уже были. И не только в масштабах нашей республики, это было и в масштабах более больших. Значит, мы приняли осознанные политические решения, и от этого мы никуда не собираемся сворачивать. Смысл которого заключается в двух вещах. Первая вещь, мы, можно сказать, единственная системная политические партии, которые системно выступают против Единой России. Поэтому мы там, где выборы, всегда будем выставлять достойных кандидатов. Второе. Владимир Юрьевич к нам обратился, значит, с предложением, чтобы мы его выдвинули. Мы подумали, посоветовались и приняли решение, почему мы не можем выдвинуть нашего гражданина, нашего якутянина, достойный человек. Все кандидаты достойные, он тоже достойный, поэтому мы его выдвинули. Но имеется в виду, если вдруг позвонят и скажут, как отреагируете? Спокойно. Любой может высказывать свое мнение, значит, будут решать избиратели. Но сюрпризов, в общем, ждать не стоит с вашей стороны, как 2 года назад произошло с партией Родина. Так, да? Партия Родина – это другая партия. У нас «Справедливая Россия», и это совершенно другой подход. Ну, не зря поддержали его, потому что кое-что, наверное, знаете о судьбе главы Якутии, что он уже, не усидит на месте. Вот еще раз повторяю, значит, версии могут быть разные. Вот я первый раз, например, вот это я слышу, да. Еще разного рода версии есть, так. Не буду я их повторять, значит, но я знаю одно. Одно я знаю. Еще раз повторяю. Вот такой же случай был, когда, помните, были объявлены выборы главы Хангаласского улуса. Были объявлены. Значит, мы выдвинули человека. И депутаты районного совета, наши, «Справедливой России», вышли, я там сидел в Москве, они вышли на меня, говорят, вот сейчас будем прямой эфир. Они все собрались и мне задают вопрос. Вы почему выдвинули вот этого человека, тогда как мы хотим поддержать этого Борисова, депутата? Я говорю, еще раз повторяю, ребята, единственный мотив. Я против Единой России, против монополии Единой России. Не должно быть монополии. Значит, поэтому там, где Единая Россия, мы обязательно будем выступать против и выдвигать людей. Поэтому мы его выдвинули. Понимаете? Тут то же самое. Тут то же самое. Вот Единая Россия обязательно там выдвигает. Значит, мы должны, если у нас есть люди, мы будем выдвигать. Второе, он обратился, и мы, значит, подумав, поддержали его. Вот и все. Но как это скажется на ваших взаимоотношениях с главой Якутии? С моей стороны никак не должно сказываться, с моей стороны. Значит, во-первых, человеческие отношения это незыблемо, они должны остаться нормальными человеческими отношениями. Но если он как руководитель Единой России, мы ему противники, как Единая Россия. Как главе Якутии, как глава исполнительной власти, да, мы его поддерживаем. Потому что, как республика такой руководить, чтобы из этой сложной ситуации вводить, мы будем поддерживать. Но как Единая Россия мы всегда будем против. А вот вы уже несколько дней уже в республике, да, приехали. Да. А вы уже встречались с Александром Сергеевичем?
Я вчера только приехал с других, я приехал на следующий день уехал, а вчера только приехал. А назначена встреча? Но еще не, ну, я должен накопить критические массу вопросов. Мы в Москве встречались буквально недавно, так? Все вопросы обсудили. Поэтому сейчас такой острой необходимости нет, но встретимся обязательно. Но он никаких своих мнений не высказывал по поводу поддержки Юлии? Насчет Федорова? Да. Я, например, не слышал. Не, ну вам, вы Не говорили, слышал. встречались. Вы говорите, что вам кто-то же попросил не выдвигать Федорова. Нет, смотрите, как глава Единой России, он приказать справедливой России не А может. кто из ДП, ну, из Дома правительства же, да? А? Из Дома правительства вам предложили не Александр Сергеевич, но кто-то из Дома правительства, да? Мне? Да. Не было никаких звонков, ничего не было. Нет, ну вы же вначале сказали. Вначале же сказали, что был звонок. Был звонок? Нет, это не здесь, это в Москве. Я сказал, на более высоком уровне были там не только там мягкие, это там буря была целая. Посредство, что ли, вот этот вот, как его... Не, администрация президента, да? Ну, вы примерно угадали. На уровне республики мне никто ничего не звонил, не писал. Ну, а вот где-то я слышал, что там довольны, недовольны, это я не знаю. Ну, я лично никаких разговоров, переговоров не было. Это первое. На более высоком уровне я слышал. Ну, я имею в виду, я когда был в Москве. Слышал это. Но я не уполномочен показывать пальцем, звонил, на это с ним разговор был. Ну, нет, это, понимаете, это, ну, не совсем красиво. Но я вам сказал, на высоком уровне были разговоры.